Здравствуйте, ребята! Задание для суммативного оценивания за раздел «Климат и природа». Здесь мы будем выполнять задания на слушание и говорение. Прослушайте текст. Рыжие листья. Осень в лес пришла. Зелеными остались только сосны и елки. Другие деревья стали делаться желтыми, рыжими, красными. Но больше всего, конечно, желтыми. И листья с них полетели, плывет по воздуху листок, падает в траву, шелестит, шу-шу-шух. Ветер холодный между деревьями шумит, чу-чу-чух. Обрадовалась лиса Лариска. Вот как хорошо все выходит, думает она. Желтые да рыжие листья на мою шкуру похожи. Наметет их ворохами по канавам. Спрячусь я туда и подстерегу зайца Коську. Он-то меня среди желтых и рыжих листьев не заметит, а я его и съем. А заяц Коська первый год на свете жил, осени еще не видел, и очень боязно ему было, ночью спать не может. Шум кругом стоит, шелест, а ему, кажется, подползает кто-то, съесть его собирается. С утра до обеда лежит лиса Лариска в желтых и рыжих листьях. Зайца караулит, нету его. От обеда до вечера по лесу бегает, ищет, нету и нету. Так и не поймала она до зимы зайца Коську. Задание к этому тексту, ребята. Осы мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Первый вопрос. Чего боялся Коська? А. Лесных зверей. Б. Шелеста и шума. В. Наступившей осени. И, конечно, как вы думаете, ребята? Правильный ответ. Б. Коська боялся шелеста и шума. Второй вопрос. Чему обрадовалась лиса Лариска? А. Зайчику Коське. Б. Падающим листьям. В. Шелесту и шуму листьев. И правильный ответ Б. Падающим листьям. Третий вопрос. Объясните значение словосочетания «и очень боязно ему было». То есть это слово, можно сказать иначе, да? Он очень боялся. Какова основная мысль текста? А. Осень в лесу, охота лисы Ларисы, В. Особенности времен года. Конечно же, ответ А является правильным. Осень в лесу. И следующее задание на письмо. На говорение. Составьте рассказ по теме «Мое любимое время года». Соблюдайте последовательность повествования. В своем рассказе используйте антонимы, синонимы и амонимы. Время на подготовку 2 минуты, время для выступления 3 минуты. Мое любимое время года. Осень воспевают многие поэты, писатели, композиторы и художники. Это самое красочное и любимое время в году. Осенью прекрасно все, а особенно природа. Она приобретает самые всевозможные цвета, которые радуют глаз. А прогуляться в парке – это настоящее наслаждение. Под ногами шуршит листва, облака не спеша плывут по небу, а приятные мысли все приходят в голову, и их не остановить. Мне кажется, что желтый, оранжевый и красный – это синонимы осени. Деревья надевают свои праздничные костюмы и дарят людям хорошее настроение. Да, осень не обходится без дождя, но и он может стать настоящим источником
вдохновение. В эту пору мы всегда с моей семьей ходим за грибами. Я с большим нетерпением жду этого момента. Иногда мы также ходим в парк, чтобы просто покормить уток и белок. Осенними вечерами я очень люблю читать. Всегда сажусь в свое любимое большое кресло и окунаюсь в другой мир. По выходным моя семья любит смотреть какие-нибудь добрые фильмы или просто пить чай с пирогом за одним столом. До свидания, ребята. До следующих встреч.